Глава 8. Ожидание весны. Изредка над тайгою пройдет шквалом ветер, деревья хмуро зашумят. Этот шум, из дальних просторов налетевший, огласит простор заунывностью зимней тоской. Но вслед за этим день ото дня все ярче озарится и дивно преобразится тот же лес. Засияют нетронутой белизной мягкие сугробы. Робкий, тайный ручеек блеснет кое-где и скроется. Предчувствие гона, побуждаемый зовом природы в крови, напролом через сугробы, кусты и валежник спустится в долину красавец сахатый. Зайчишка, рваная губа, путая петли свои, распутывает петли врагов и соперников. Вот следы белки, колонка, вот косуля прошла. А вот эту пятерню свою припечатала рысь, будь начеку косой. Весна весной, а жизнь все та же, кто кого. Чутко слушай, длинные уши тебе даны, посторонний кто-то, недалеко притом. Слышишь? То не лось, не олень, а конь, подкованный на все 4 копыта. А где конь, там и человек, его хозяин. Человек — непонятный зверь, бывает безобидный и безоружный, а бывает коварней рыси. Так ты уж, косой, задай-ка лучше стрекача, береженного Бог бережет. По тайге неспешным шагом ехал большой начальник. На грудном кармане у него, аккуратно сложенная в 4 и для пущей сохранности обернутая листком из Евангелия от Луки, лежала бумага с печатью, его охранная грамота, его власть и оружие. Настоящим удостоверяется, что предъявитель всего является коммерческим инспектором Иркутского губернского кредитсоюза с правом покупки и реквизирования скота для нужд армии. Инспектор был Батанова, а документ комар нос не поточит, изготовил для него известный нам Михей Ербанов. Немалую службу сослужила связному ревкому эта бумага. Беспрепятственно, без всякой утайки, появляясь везде, где требуется, Батанова невидимыми нитями соединяла разрозненные подпольные группы. Операцию им самим же организованной в селе Инга он с притворным удивлением, посторонний якобы человек, наблюдал из окна одного дома в том же селе. Поддал им кипяточку сибирский дед. Батанова смеялся всякий раз, как драпал в одних кальсонах тот унтер. Одинокий всадник не одинок. С ним его конь. С ним вся его жизнь. Хоть на пережитое в мыслях оглянись, хоть кругом себя весеннюю красоту огляди, хоть в мечтах устремись какие угодно дали. Впрочем, даль, куда стремился наш герой, была уже вблизи. Достигнув перевала Туранга, он пришпорил коня. Еще около часу спорого ходу, и покажется его родной Углус. Он обнимет отца и любимую жену. К луке седла у него была приторочена сума с гостиницами. 16 фунтов муки, большой кусок сала, каравай хлеба и 2 плитки чая. Отец, утирая старческие слезы, будет гладить Батора сына, как малое дитя. Алтаргана прижмется горячей щекой к его щеке. Весь уйдя в эти мечтания, Батанова не заметил, как уже вечер надвинулся, а сам он оказался у двери родного дома. Он быстро спешился, отвязал притороченную сумму. В доме будто бы никого. Однако, захлестнув узду лошади через коновязь, он услышал странное что-то. Не то плач, не то пение. Похоже больше на пение. Да и песня-то не бурятская, а русская. Отец твой давно уж в могиле, землею сырою зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит. Батанова тихонько вошел. За столом сидел человек с широкой и плоской, как доска, спиной. Он пил водку из квадратного штофа, вливая ее сначала в жестяную кружку, а следом затем уже в рот себе. Закусывал он рукавом.
землею сырою зарыт. «Эй, кто тут?» — окликнул пьяницу Ботанова. «Где хозяева этого дома?» Оглянувшийся оказался русский, бородат и слеповат, как видно. Вглядываясь, он прикрыл ладонью глаза, будто свечной огарок, едва освещавший это глухое, с закрытыми ставнями жилище, слепил ему глаза. «А, это ты, сволочь? Опять пришел, негодяй?» Выхватив нож, он двинулся на вошедшего с яростью раненого медведя. «Убью!» Ботанова силой хлестнул его нагайкой по руке. Нож выпал. «Ты откуда здесь? Кто таков? Где мой отец? Где жена?» «Ботанова? Ты ли? Жив?» «Наливайка?» — в изумлении отступил Ботанова. «Огородник. Ты с чего так пьян?» Чуя неладное, он посадил на постель русского одноулусника своего. Тот хрипел, бормотал что-то бессвязное, то плакал, то смеялся, и все время крестился при этом, глядя на объявившегося хозяина, как на Бога, сошедшего с небес. «Вот так и живем, сынок. Пришли белые, заперли в доме мою жену и сожгли. Меня избили до полусмерти, бросили, думали мертвый. А я возьми да выживи. Зачем выжил? Я живой, а весь мертвый. Как это рассудить? Может ли человек живой быть мертвым?» «Болтаешь, Наливайка. Где отец? Где жена? Ну?» Наливайка-огородник не способен был уже вымолвить ни слова. Он свалился на бок и захрапел. И хорошо, что так. Скажи он сейчас правду, что стало бы с молодым хозяином? Все страшнейшие из самых страшнейших предположений перебрал Ботанова, лежа на полу и положив под голову полено вместо подушки. Только к утру он чуть задремал. Наутро он узнал правду. Такого он не мог угадать в самых худших своих гаданиях. Не столько смерть отца омрачила его душу, отец умер достойно, сколько позор Алтарганы, привязанный за косу к коровьему хвосту. Взбушевал Ботанова. «Погоди, сынок», — увещевал его проспавшийся Наливайка, — «остудись». Ботанова и сам понимал, такое надо делать с трезвым умом. Войти сейчас в дом Барсо, задушить его, застрелить в отместку за его злодейство, спалить его дом значило бы поставить себя рядом с ним. Что скажут люди? Один был злодей, другой не лучше. Нет, революционный боец Ботанова, не для того ты прошел школу жизни, школу старших товарищей, не для того ты был в Москве и видел Ленина. Так поступать нельзя. Все же он оседлал коня и тронулся к дому Барсо. Наливайка, ожидая новой беды, ковылял следом. Барсо возле дома колол дрова. «Мэнде!» — с высоты коня бросил ему приветствие Ботанова. Тот онемел. В страхе и растерянности Барсо отбросил топор в сторону и стал пятиться, пока не уперся в поленницу. «Где моя жена?» Спешившись и медленно ступая на него, задал свой простой и страшный вопрос Ботанова. «Я не знаю. Клянусь, я не знаю. Ее увели». «Куда увели?» «Если бы знал. Не убивай меня». От страха ли, от сознания своей невиновности, от того и другого вместе ли, вид его был таков, что не поверить ему в тот момент было нельзя. Ботанова подумал, может, и вправду он не знает. В конце концов, кто он таков для белых карателей? Такой же бесправный народец, как и он, бедняк Ботанова. Обязаны они разве докладывать, кого куда они уводят или чего? Он рад был слабой надежде. Увели. Не убили, а увели. А если так, то не рано ли оплакивать и стоит ли впадать в отчаяние? И все же до конца верить Барсо нельзя было.
«Бить я тебя не буду», — заверил он своего врага. И добавил: «Пока. Я сначала бумажку тебе покажу. Читать не разучился?» Всего, что было написано в бумаге, Барсо не разобрал со страху. К тому же и невелик он был грамотеей. Но как падение вниз головой с утеса подействовала на него круглая государственная печать и слово «инспектор». Значение этого слова он толком не понимал, но догадался, что это звание безмерно высокое для такого голодранца, как Бата-Нава. Прочитал? С правом реквизирования. Знаешь, что это такое? Коней твоих я забираю. Для нужд армии его превосходительства верховного правителя адмирала Колчака. Наливай-ка, открой конюшню, выведи лошадей. Бандит, вырвалось у Барсо. Я всегда знал, что ты. Молчи, сорвался на крик Бата-Нава. Не бандит, по закону. Сейчас я расписку тебе напишу. Он понимал, сейчас главное — спокойствие. Лучше бы еще и улыбка слегка, как у Михея Ербанова, но этому Бата-Нава еще не обучился. Он достал из кармана узенькую книжечку, на каждом листке которой не было ничего, кроме печати. Вырвал один листок, не спеша положил на седло, сосчитал выведенных из конюшни лошадей, послюнявил карандаш, все не спеша. «Вот тебе, сосед-улусник, взамен 3 кобыл, 1 жеребца и 1 жеребенка. Тут все написано. Храни бумагу. А не узнаешь, где Алтаргана, весь твой табун уведу». Дурман, колдовство, наваждение. У Барсо со двора уводили лучших его коней, а он стоял как столб врытый, держал в руке клочок бумаги и смотрел вслед 2 грабителям. Он чуял, что крупно проиграл. Что ни сделай сейчас, все обернется против него. Злоба медленно поднималась в нем, а кони его между тем, цугом друг за дружкой привязанные, мерным шагом уходили от него все дальше, пока не скрылись за увалом. «Я с тобой еще посчитаюсь», — опомнившись, погрозил след Барсо. Бата-Нава уже вряд ли слышал. Недавнее отчаяние сменилось надеждой, которую подал ему он же, Барсо, его враг. Не убили, а увели. Была зима и прошла. Весна вызревала в лето. Природа шла извечным кругом, а в жизни людей все расстроилось. Новую власть повергли, а она, неповерженная, тревожила победителей, неуютно им жилось на земле. Агей Дончинов, знатный богатей, удумал на подворье своем соорудить церковь. Хоть и маленькая, деревянная, но поставленная на приметном холме, она должна была ублагословить русского бога. Не вернет ли тот Агею прежнее благоденствие? Бурятские табурханы, как видно, совсем свою силу растратили. Сколько ни молился им Агей, все напрасно, одолевает тревога. Не к добру жизнь идет. Видно по всему, что в погибель какую-то. В хоромине Агея с дюжиной широких окон с утра уже съезжались знатные гости со всей округи. У коновязи фыркали и хлестали себя хвостами по бокам сытые лошади. Тут были старые знакомые — Танха и Хамнай-Шаман, а также поп Матвей. Удостоились чести и заплаточники из тех, кто пониже кланяются. Во дворе галдели ребятня. Богатое застолье в доме Агея перешло уже в гульбу, когда Хамне, глянув в окно, крутнулся волчком на одной ноге и молча указал на церковь. Золоченый крест на ее куполе покосился. Это недобрый знак. Не показалось ли спьяну? Но как ни терли и не таращили глаза упившиеся гости, крест на куполе не выпрямлялся. Агея охватил суеверный страх. Но привычная байская подозрительность скоро вернула его к простейшему, трезвому объяснению. Или плотники что-то не так сделали, зря Агей торопил ихнего артельного старшину, или козни завистников.
Агей вышел на крыльцо. «Эй!» — крикнул он ребятне. «Кто смелый? Подымется вон туда и выпрямит крест». Ребята вертели головами, поочередно глядя то на Агея, ословевшего от араки, то на крест, который и вправду покосился. «Вот ты!» — указал Агей на крепыша-подростка. «Ты у нас самый удалой. Сделаешь — овцу даю». Парнишку звали Прокопием. Он был внучатым племянником Агея, внуком его младшего брата. Не зря говорится, что у раба широкие ступни, у батрака сильные плечи. Парнишка удался в отца и в деда. Гол, как сокол, зато силен, ловок и горд. Уязвленный этой гордостью Агей как мог держал его в черном теле и не упускал случая покуражиться. «Гляди-ка, стервец какой! Дед с отцом всю жизнь в батраках спину гнули на Агея, а этот рожу в сторону воротит. Большевичок недорезанный». Долго по очереди забрасывали волосяной аркан, никак не могли добросить до купола. Когда добросили, Прокопий, ухватясь за веревку, ловко поднялся. Ему осталось 2-3 перехвата руками, чтобы встать на уступ, когда крест, на который и был наброшен аркан, рухнул. Парнишка, падая, ухватился за карниз, повис на нем, но удержаться не мог. Спрыгнул. Агей рванулся к нему, но не с тем, чтобы поднять парня, спросить, больно ли зашибся. Агей принялся хлестать его арканом. Поп Матвей свят, свят, свят закрестился и стал пятиться. Онемели от злодейства такого даже Танха, даже Хамней шаман. Парень не мог ни сбежать, ни защититься. При падении он вывихнул ногу и расшиб плечо. «Твои козни, проклятая голь!» — хлестал арканом Агей. «Я видел, как ты с плотниками якшался, лазил к ним, вертелся, как пес». Кончилось тем, что Агей набросил аркан на Прокопия, едва ли не волоком оттащил его к конюшне, запер там и затрусил в дом выпить чашку араки. Торжество на этом закончилось. Когда гости, понуро сидя в седлах, разъехались в разные стороны, мальчишки тайком открыли конюшню и выпустили приятеля. К утру Прокопий доковылял до леса. За лесом открылся обширный луг. Чернел вдали заброшенный чабанский стан, покосившаяся сыроюшка. Дальше идти не было сил. Парнишка лег в траву и уснул. Снилось ему что-то смутное и бессвязное, но сквозь бредовую несуразицу чувствовал он одно и то же. Кто-то ласкает его, кто-то ласково гладит его по щекам, по шее и по плечу. Щенок с рукавичку ростом, неизвестно откуда взявшийся тут, слизывал засохшую кровь с лица Прокопия. Малыш, как видно, искал ответной ласки, да так и не дождался. Тоже уснул, прильнув к человеку, как к материнскому животу. «Ай-ай, засони! Солнце уже высоко, а они еще спят!» Прокопий открыл глаза. Над ним стояла высокая женщина в цветной юбке, в такой же кофте, черноглазая, брови в разлет и босая. Улыбка ее была приветлива. Прокопий живо вскочил было, но боль в ноге свалила его опять в траву. «Что с тобой, молодчик? Кто же так тебя, бедный ты мой?» «Это чё, заживет. Нога вот дело другое». «Покажи-ка ножку, молодой красивый». Женщина присела, колоколом раздула юбку вокруг себя. Конфузливо отвернувшись, Прокопий протянул ей грязную ногу. «Как звать тебя?» «Прокопий», — все еще глядя в сторону, сказал Прокопий. «Дед Ангей избил меня. Гад! Хочешь, я тебя вылечу?» «А вы, тетенька, вы можете?» «Немножко больно будет. Вот так». Страшная боль в ноге пронзила все тело парня. В глазах у него пошли зеленые круги.
Злоба, едва ли не более яркая, чем к деду Агею, вскипела в нем к этой женщине. А та сидела перед ним, улыбалась и поглаживала его ногу. Вот и все. Вывих был у тебя. Теперь нету. Тетенька, а вы кто? Гадалка я. Пойдешь со мной? Я не умею. И не надо уметь. Я по-бурятски не понимаю. Будешь мне переводить. Не, я бы лучше в партизаны. Вон ты какой. Пить хочешь? Неведомо откуда из складок своей необъятной кофты женщина извлекла жестяную банку и бычий рог. Холодный чай, налитый в этот рог, Прокопий выпил одним духом. Еще? И еще выпил. Еще? Не, спасибо. Теперь вот ему дайте. Откуда щенок? А не знаю. Проснулся, он рядом спит. Оба вы, бедолаги мои. Ну-ка, пей, малыш. Тетенька, а вас как зовут? Кристина Леонтьевна. Вы цыганка? Когда гадаю, цыганка. У нас с тобой глаза черные-черные. Сошли бы за цыган. Пойдешь? Не, я лучше в партизаны. Как знаешь. Да и какой из тебя цыган? Лицо круглое, как луна. Пей, малыш. Напился? Молока ему надо, не чаю. Как добыть? А вдвоем добыли бы. А? Чего молчишь? Ты хоть знаешь, где они, партизаны? Не знаю. А идешь? В какую сторону идти, хоть знаешь? Не, я, Кристина Леонтьевна, поищу их. Вот хорошо-то. А найдешь, может, и я с тобой. В партизаны? Ага. Ну как, согласен? Давай руку. Женщина помогла Прокопию подняться. Тот сунул за пазуху щенка, и они пошли через луг. Прокопий еще хромал, но прежней боли уже не было. «Тетенька Кристина Леонтьевна, а дом ваш где?» «Далеко отсюда. Ой, как далеко. А расскажите». «Все не расскажешь. Большой клубок размотать надо». И погладила парнишку по голове. «Для начала знай, я грузинка». Прокопий не успел удивиться. У стены развалившейся хибары женщина увидела в траве крохотных щенят. Их было 5, все мертвые. Только один выжил за пазухой у тебя. Мать ушла, попала в беду. Вот так же и мы, люди. Женщина отвернулась, скрывая слезы. Прокопий, до сей поры признававший ее за сильную, нежданно увидел в ней женщину, как все, как мать свою покойную. Всех-то бывало жалела она, всего боялась. «Ничего, Кристина Леонтьевна», — как мужчина успокоил он ее, — «я с вами». Хабарга-баян, как Будда, восседал на копешке сена в своем дворе и курил трубку с длинным чубуком. С этого удобного места виднее была окрестность. Хабарга-баян ждал гостей. Еще со вчерашнего вечера ему доложили, что через Шандагату, его владение, проследуют вооруженные люди. Сколько их? Белые, красные ли? Не доложили, но ждать надо. Так или иначе гости с ружьями. С рассвета жена Баяна напекла, нажарила, наварила, нагнала араки больше ведра. Гости все не появлялись. И поскольку женщине без дел быть не положено, Габади, так звали жену хозяина, теперь сидела в углу у забора и мяла собачью шкуру. «Эй, Габади, принеси кувшин». «И так упился», — огрызнулась жена. Из-за пьянства совсем уж силы не стало. Бревно бревном. «Шкуру не порви». Миролюбиво, больше для порядку, наставлял супругу супруг. «Из 2 собачьих шкур выйдут одни хорошие штаны». Век прожила, не слышала, чтоб штаны шили из собачьих шкур.
А вот убивать собак — грех большой, поплатишься». На это Хабарге-Баяну, как видно, ответить нечего было. Он сузил глаза, рот его искривился и стал растягиваться к ушам. Из плоского носа послышалось что-то похожее на прерывистый хрип. Это значило, что Хабарга-Баян добродушен. Он смеется. «Не юли, не подлизывайся». «Ай, Габади, не надо сердиться. Знаешь ли, что сказал мне Хамне-шаман?» Он сказал: «Шей, штаны и шкур желтой и черной собаки. Будешь носить их летом, хворь наружу выйдет, будешь как молодой». Посмотрим, в штанах ли дело. Не в том ли, что в штанах? В это время калитка скрипнула. Гости явились, наконец. Бурят и цыганка. «Здравствуйте». «Здравствуйте и вы», — откликнулся Хабарга. Гости оказались без ружей. Может, и к лучшему? «Что принесли? Что хорошего скажете?» «Не тех гостей ожидаем». Покуда Прокопий переводил, Кристина отметила: жена Баяна ой как недовольна. Цыганка будет сейчас попрошайничать. «Скажи, если он правду любит, правду ему принесли. Добра ли, зла, это не от нас, от Бога». «Она хорошо говорит», — понравилось Хабарге-Баяну. «А, Габади? Пусть погадает. Да оставь ты эту собачью шкуру». Наврал шаман, шей штаны, силу будет, старый плут. Хабарге не впервой было. Он показал цыганке ладонь. «Переводи, мой мальчик. Линия судьбы показывает. Идет большая сила. С запада. Старое уйдет, новое придет. Не протився новому. Вот счастье твое. Противиться — это против судьбы. А судьбу свою ни один человек еще не переспорил. Никто судьбу не одолел». Хабарга слушал, разинув рот. Как это понять? «С запада». Стал он вслух размышлять. «С запада большевики идут. Эта шаманка велит мне голову перед ними склонить. Так я понял?» «Нет», — ринулся спасать цыганку парень-бурят. «Я не все передал. Она еще говорит, штаны из собачьих шкур принесут вам счастье». Супруги переглянулись. «Что ты им сказал?» — забеспокоилась Кристина. «Что она еще говорит?» — заинтересовался и Хабарга. «Говорит, что не будет больше гадать. Она сказала все. Надо бы цыганке что-нибудь в руку дать». «Я что тебе говорил?» Жестом укора обернулся на жену хозяин. «Штаны из собачьих шкур счастье дают. Хамне-шаман то же самое мне говорил. Принеси цыганке хлеба». Живо-живо виляя толстым задом, Габади заспешила в дом и вернулась с черствой горбушкой. «Спасибо, добрая хозяйка», — сказала Кристина. «Что она еще говорит?» «Говорит, спасибо за хлеб. Только надо бы еще молока», — находчиво перевел Прокопий. «Есть ли у вас посуда?» Все так же споро Габади удалилась в дом с пустой жестянкой, а Хабарга, невольно любуясь цыганкой, думал, прищурясь: наврала ли про целебность штанов? Может, мальчик-плут от тебя присочинил? Спросить ему не пришлось. Габади с банкой молока слишком скоро вернулась. Гости с поклоном ушли. За угором невдалеке напоили молоком щенка, разломили горбушку пополам, сами прихлебнули из банки. Невелика добыча, да такое уж цыганское счастье. Радуйся тому, что добыл. Мало ли, много ли. В старинные времена гадалок на кострах сжигали. Слыхал про такое? Прокопий не слыхал. Да и не понял он, к чему этот вопрос. «Уходить надо», — сказала Кристина. «Старик хоть и пьян, но хитер». Собирать им нечего было, щенка за пазуху стали да пошли. Но в это время с той стороны, откуда сами они только что пришли, появился небольшой караван. Бурят на коне,
За ним 2 коня с жеребенком и бородатый русский с берданкой за плечами в хвосте. Мальчик и жена притаились. «Мэнде» — буряту. «Здравствуйте» — женщине, — сказал, подъехав Батан-ава. «Вижу, странники вроде нас. За тем забором были?» «Хабарга-баян с женой. Гостей ждут. Мы явились, да не те». «Наливай-ка», — махнул Батан-ава. «Веди коней сюда. Здесь за угором травка хорошая». Если горбушке с глотком молока добавить еще горбушку да кусок доброго сала в придачу, да прибавить еще доброе знакомство, да щедрое солнце, да шелк, траву, да улыбку женщины, куда как жизнь хороша. Люди одной судьбы удивительно легко узнают друг друга по приметам, подчас неуловимым и необъяснимым им самим. Сговорились они очень скоро. 2 в караване умножаются на 2. 2 × 2 — 4. Благо, есть для этого 2 свободные лошади. Без сёдел, правда, но это не беда. «Ловок ты», — похвалил Прокопия Батан-ава. «Залез по аркану. Волосяной аркан не веревка, скользит». «А я вот так», — отозвался польщенный мальчик, поднял рубаху и смотал с себя аркан. «На руке петля, ногами тоже петля». «Ты и аркан носишь с собой?» «Овцу дед Агей не дал, вонючий козел. Так хоть аркан пригодится». Путники собрались в дорогу. Батан-ава завязал сумму и приторочил ее к седлу. Помог Кристине Леонтьевне сесть в это седло. Сами они, мужчины, и без сёдел как-нибудь. Но случилось так, что им пришлось задержаться здесь, и притом не на час, а надолго. Из-за леса показались всадники. Ехали они по тропе через луг сюда же, к стойбищу Хабарга-баяна. Наши караванщики вновь укрылись за угором. 13, — сосчитал по пальцам Прокопий. «Чёртова дюжина», — сказал Наливайка. «Не к добру». «Для нас не к добру?» — спросил Батан-ава. «Или для них?» Шутливый тон его успокоил всех, но вскоре он сам забеспокоился. Всадники были вооружены винтовками, в трёпанной амуниции, но видно даже издалека. Колчаковцы. Во главе их высился на рыжем коне некто иной, как незабвенной памяти капитан Лютый. За угором пологу вдоль ручья не поздно было еще скрыться, но медлил Батан-ава. Что-то его удерживало. Всадники спешились у подворья Хабарги, привязали коней и скрылись за забором. Некоторое время было тихо. Затем все разом, как из пожара, вывалились с гиком, держа в руках кто ведро с аракой, кто котел, кто дрова, кто посуду. Молодцы, как видно, решили гульнуть на лугу на просторе по-господски. Чёрта ли им сидеть во дворе на навозе? Винтовки солдаты сняли и поставили в пирамиду, по-казарменному, как положено. Караванщики из-за угора молча следили за ними. Напились они довольно скоро. Вниз к ручью за водой спустился кудлатый солдат. Когда он поднимался, плеская воду из ведра, Прокопий толкнул в бок Батан-аву. «Может, схватить его?» Батан-ава отрицательно покачал головой. «Нельзя». На время он потерял интерес к гульбе, а пристально всматривался в пирамиду винтовок. Она стояла порядочно в стороне от костра и ближе сюда, к угору. «Прокопий, Прокопий?» «Чё? Аркан твой длинный? Сколько саженей?» На вопрос парнишка ответить не мог, но смысл вопроса понял. «Я попробую, а?» И кивнул в сторону пирамиды. «Нет», — решительно возразила Кристина. Она, как мать, кинулась защитить родное дитя. «Лучше я пойду. Я им погадаю». «Тогда и я, тетенька Кристина Леонтьевна. Мы же с вами 2 там были. Еще спросит старик, куда я делся.
В этом был резон, и Ботанова кивнул ему утвердительно. Прокопий размотал аркан, конец вручил Наливайке. Сам взял петлю, и они пошли. Дотянет ли до пирамиды петлю? Ну, дотяни, дотяни. Не дотянул, эх, досада. В 2 шагах от пирамиды Прокопий с силой дернул за петлю. Наливайка вынужден был отпустить конец. В ту же секунду парень неуловимым жестом набросил петлю на вершину пирамиды и пошел дальше, с детской беспечностью размахивая руками. Появление у костра столь яркой женщины привело всех в восторг. Солдаты кинулись на нее, как стая коршунов. «Отринь на дистанцию!» — крикнул Лютый и выстрелил из маузера. «Не пьянеет», — отметил про себя Ботанова. «Снять бы его. Из нагана не попадешь. Далеко. Из берданки? Кто ее знает, что за берданка? Еще своих угодишь. Наливайка. А? Я пойду. Гляди в оба. Как только выну из кармана бумагу, тяни за аркан». «Так вот он где, конец-то. Высунься. Трава высокая, авось не заметит. Осторожно тяни, чтобы не рассыпать. Учи ученого. С Богом». В правой опущенной руке Лютый держал маузер, а левую протянул гадалке, испытывая удовольствие не столько от благих ее пророчеств, сколько от сладостного прикосновения нежной женской руки к своей корявой лапе. «Честь имею», — подошел Ботанова. «Рад встрече, господин капитан. Не узнаете? Я тот, кого вы хотели повесить. Помните там, на шхуне, в шторм?» «Ах, сволочь! Взять его!» «Спокойно, капитан. Я опять в ваших руках. Сам пришел». «Почему? Как вы думаете?» Лютый озадаченно уставился на упущенного беглеца. И в самом деле, почему? Ботанова, не торопясь, вынул из нагрудного кармана свой мандат, развернул его, тряхнул на всякий случай, а то поди не углядит старик Наливайка. На момент скосил глаз в сторону, углядел, ползет по траве. «Я инспектор Иркутского губернского кредит-союза. Я поставляю тегло и фураж для армии его высокопревосходительства, верховного правителя адмирала Колчака. В этой должности я был и там, на вашей шхуне. Но ваше оскорбительное обращение... Не думаю, что вы осмелитесь повторить ту казнь на шхуне. А если осмелитесь, будете отвечать перед военными властями». «Да погоди ты, погоди языком молоть, косая абразина». Стоя в прежней позе, как и перед гадалкой, капитан с изумлением вчитывался и никак не мог вчитаться в бумагу с гербовой печатью. Смысл написанного ускользал от него. Не поворачивая головы, Ботанова еще раз скосил глаз в сторону. Пирамида винтовок, схваченная петлей аркана, медленно, как бы крадучись, ползла в высокой траве к угору. Момент настал. В кармане дегела Ботанова сжал рукоять нагана и, не вынимая его, выстрелил в правую опущенную руку стоящего перед ним капитана. Тот выронил маузер. Прокопий тут как тут, сейчас же его подхватил. Обезоруженный капитан волчком завертелся от боли и от коварства проклятого азиата. Солдаты метнулись к винтовкам, не найдя их на месте, метнулись назад. Кое-кто бросился к оседланным коням. Хабарга с супругой сложили руки и принялись молиться. Держа наган в одной руке, а маузер в другой, Ботанова приблизился к капитану. «Именем революции», — сказал он ему, — «именем трудового народа, за всех замученных и казненных, за всю кровь тобою пролитую, получи». Выстрел, 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 еще выстрел. Капитан Лютый рухнул и остался лежать навеки. Из чертовой дюжины один ушел в небытие, 3 ускакали на своих конях. Осталось 9 несчастных и потерянных,
которые сидели на лужке у костра в кружок. Тот из них, который ходил за водой к ручью, кудлатый солдат, подскочил, будто его шилом взад пырнули. «Парень, я помню тебя, когда ты чуть не повесил лютого, когда ты прыгнул, а он вжарил по тебе из пулемета. Я Бога молил, пошли тебе, Господи, спасение. Дошла моя молитва. Он, подлюга, нас всех измордовал. Так я говорю». Обращение к сидящим в кружок, молчаливое их согласие. Спьяну встал у штурвала, рулил, на скалы шхуну бросил, а штормяга ревет, утонули почти все. Думали, уймется, так он коней добыл, и по улусам. Я в Бога верую, парень. Думаю, простит он мне грехи или нет? Чем их замолить? Может, ты с собой меня возьмешь? А всех так и все бы. Как, мужики? Мужики сидели, думали. «Пленных не берем», — сказал, как отрезал Батан-ава. Смягчая суровость приговора, он добавил: «Кормить нечем». «Парень, слышь-ка, так мы ж того, сами прокормимся. Или ты нас к стенке?» «Отпущу вас», — помолчав, решил Батан-ава. «Как, Наливайка?» «Вы, Кристина Леонтьевна. Ты, Прокопий?» «Если совесть есть, добрые дела сами найдут для себя. Это не наша забота». «2 седла пусть дают», — отозвался хозяйственный мужик Прокопий. «Винтовки ни-ни», — предупредил Наливайка. «Коней бы тоже не лишнее. Не свои они у них, награбленные». «Эх, батя», — тряхнул кудлатой головой богомольный солдат, «в кутерьме разбери поди, что где чё. Вся жизнь на этом. У Танха-Баяна видели мы табун. Егонный он, что ли, табун тот? Он своим горбом этих коней нажил». «Где ты видел его? Баяна?» «Табун, говорю, табун». «Недалече, перехода 2. Если так рассудил, да знаешь, где табун, пойди и приведи его», — неожиданно решил Батан-ава. «Скажешь, власть берет коней по закону. Винтовки мы вам не вернем. Вместо них получишь бумажки с печатями, расписки. Читать, писать умеешь?» «Учился 2 зимы. Получай. Напишешь, сколько коней и каких, распишешься. Умеешь?» «Уж как-нибудь». «Отдашь табунщику или хозяину, или сыну его Барсо, кто будет при табуне. Печать царская. Скажешь, для армии Колчака. Наливайку с вами отправлю, он покажет, куда привезти табун. Чем писать будешь? Карандаш возьми, потом вернешь». «Эх, мать твою, корень!» — восхитился мудрым решением Наливайка. «Молодчина ты, Батан-ава, этому кровососу. У меня перед ним должок немалый, не грех посчитаться». Неожиданный оборот дела придал всем бодрость. Поникшие солдаты оживились. Прокопий, помня об уговоре, все же снял 2 седла солдатских коней. Но кудлатый в накладе не остался. Осознав свои права, он, как к себе домой, вошел в амбар Хабарги-Баяна и вынес оттуда 2 расписных седла вместо тех потертых, которые взял Прокопий. На бормотание Баяна и завывание его супруги никто внимания не обратил. Под угором у ручья трофейные винтовки связали тем же арканом, с помощью которого были они добыты. Обмотали пучками травы. Батан-ава положил связку перед собой на седло поперек. Условились так. Наливайку будут ждать 2 суток в верстах в 10 отсюда, в приметном месте у давнишних знакомых Кристины. Получится что-либо с тем табунщиком, не получится ли? Один ли вернется Наливайка, со всей ли братьей, с добычей или без нее? В любом случае 2 суток, не больше. На опушке живописной березовой рощи стояла юрта-шестистенка, окруженная тесовым заплотом, с калиткой, изукрашенной искусной резьбой. И прямо от этой калитки, от этого приветливого обиталища расходились лучами 3 дороги, как на рисунке из детской сказки.
Первым в резную калитку вошел Батан-ава и увидел. Старик-усач и подросток, надрываясь, перекантовывают сбоку на бок наковальню. Вторым вошел Прокопий и увидел. У заплота стоит конь дивной красоты. Шерсть на нем лоснится, горделивая шея увенчана пышной гривой, хвост трубой. А третья вошла Кристина. «Здравствуйте», — собралась было сказать она хозяину, но Батан-ава помешал ей. «Эй, поможем?» — махнул он Прокопию. 4 мужчин, старый хозяин, молодой гость и 2 подростков легко приподняли 7-пудовую наковальню и донесли до места, куда указал хозяин. «Вот теперь уж здравствуйте, я Батан-ава. Эминакоев, добрый гость, подарок неба. А это попутчик мой, Прокопий. Не Дончинов ли?» «Он самый», — просиял тот. «Как же, узнали его?» И все поглядывал на чудо коня. «Узнаю по селе. Сколько же тебе лет?» 15. Ровесник моему?» Эминакоев с достоинством пожал руку сверстнику Эминакоев-младший. «Этот конь мой». «А я партизан», — в свою очередь похвастался Прокопий и выпустил из-за пазухи щенка. Батан-ава укоризненно покачал головой, улыбнулся. Дети. А Кристина все еще стояла у калитки, как бы ожидая, вспомнит ли, наконец, про нее. Эминакоев, увидев ее, радостно всплеснул руками. «Кристина, вот так гость! Здравствуй, доченька!» Пощекотал ее усами, целуя. «Что нового? Пойдемте в юрту». В юрте на полу гости увидели коровью шкуру. На низкой скамье возле нее лежали очки хозяина и широкий нож, выкованный из косы литовки. Кожа изнутри почти вся уже была выделана, белела, как яичная скорлупа. На молчаливый вопрос гостей хозяин ответил, смеясь: «На гайки сплетаю». И стал сворачивать, убирать шкуру. «На бойком месте живем, военных людей много приходит. Белые пожалуют, подношу в подарок на гайку. Получаю хлеба кусок, обмен товара. Болтахинову в отряд отправляю. А нынче задумал уздечек нарезать, тоже нужные вещи. Садитесь, гости дорогие. Думаю, еще из обломка шашки отковать кинжал в подарок Нестору Александровичу». Батан-ава заметил. Кристина с благодарностью глянула на старика и выставила на стол свою жестянку с молоком, выложил хлеба полкоровая. Из суммы своей переметной вынул початый кусок сала и Батан-ава. «А у меня чай на травах», — сказал хозяин. «Вот и пир». Разговор за столом, как водится, зашел издалека. Посмеялись над жадностью Хабарги-баяна, над его штанами из собачьих шкур. Собаку, от которой остался щенок, убил он, конечно, изувер. С этим согласились все. Со слов Кристины узнали и о том, что произошло с Прокопием. «Силен ты, Прокопий», — похвалил его хозяин. «Когда вырастешь, батор будешь. Правду говорят, что род свой в воде не утопишь. Его отец Егор перекидывал 2-пудовую гирю через юрту», — пояснил он гостям. Один раз вот так забавлялся родитель его, а тут на беду подъехал к юрте шаман Улха. Гиря и аккурат на голову шамана. Все, кроме Прокопия, засмеялись, и Минакоев грустно покачал головой. Смеху мало. Угодил Егор в каторгу, на Сахалин сослали. Род их пестрый. Агей Дончинов — богач из богачей. Исай — большевик. Николай — вор. Игнат у белых служит. А этот, гляди-ка, в партизаны собрался. О, Господи! Когда власть установится, кто кем из них станет? А власть известно, какая будет. Как еще 4 года назад поверил я мужу твоему, Кристина, так на том и стою. Рассказывая, хозяин разливал чай. Кристина забелила его молоком, нарезала хлеб и сало.
Ботанова еще раз с интересом, будто впервые глянул на нее. Не зря, как видно, такую высокую почтительность внушала ему эта женщина. «Кто же она?» — думал он. «Жена Каландершвили, грузинка», — догадался он только сейчас и слегка оробел. Когда поели, Кристина отлила молока в чашку. «Поди, Прокопий, покорми щенка. А ты, сынок, покажи ему коня». Ребят из юрты деликатно выпроваживали. Ботанова помедлил и встал тоже. «Пойду и я погляжу. Редкий конь». Оставшись вдвоем, и Минакоев, и Кристина помолчали. Убрали со стола. «Ну, рассказывай, где побывала, куда идешь?» «Нестор отправил меня к Балтахинову». «А этот?» «Ботанова — наш человек. Храбрости необычайной, сама видела». «Я так и понял. Для порядку спросил. Ну, слушаю тебя». Отряды, дружины, отдельные группы — все разрастаются. Связь между ними держать все труднее день ото дня. И везде одна и та же забота — мало оружия. «Это уж да», — согласился Минакоев. «Кинжалами да ножами власть не завоюешь. Балтахинов Павел жалуется тоже». «Знаю. Письмо отправил Нестору. Просит оружие. Везу ему ответ». «Устала? Женское ли дело?» «Будет время, отдохну. Что поделаешь? То цыганка-гадалка, то нищенка, то барыня. Со стороны глянуть весело даже. А на деле страшно. Недавно едва не попалась. Связь уже есть с Еланской волостью, с Большой Жиромской, со станцией Малта. По заданию губком побывала в Иннокентьевском и в Усолье. Теперь вот Балтахинову. Проводим. Тут недалеко». Ботанова сидел на наковальне, курил махру и гадал, вернется ли наливайка, с удачей ли, без удачи. Гадание это было чем бессмысленнее, тем навязчивее. Он знал, что о том же думает сейчас и Прокопий, и Кристина Леонтьевна. Может быть, и Минакоев тоже знает уже, но говорить про это друг с другом им как бы кто запретил. Не спугнуть удачу. Насытившийся щенок, виляя хвостиком, обнюхивал новый мир, куда он попал, и храбро лаял на коня, который с мудрым великодушием как бы с улыбкой косил глаз на него с высоты своего роста. «Этот конь по-бурятски не понимает, по-русски не понимает», — удивлял Прокопия и Минакоев-младший. «Только по-грузински. Вот, смотри. Дай дзыни, дай дзыни». Скакун опустился на колени, затем лег. Минакоев-младший накрыл его мягким потником со стременами на ремнях, широкие ремни протянул через грудь и живот. «Ады, ады!» Конь встал на ноги. Удивительно. «Это еще что?» — радовался Минакоев-младший. «Открой калитку». «Вот так». «Как думаешь, конь пройдет через эту калитку?» Вопрос показался бессмысленным и Прокопию, и Ботанове. Как мог бы конь пройти в калитку, куда и человек-то проходит, склонив голову? «Долба, долба». Конь лег на живот и двинулся ползком. Как видно, калитка эта была сделана с учетом такого аттракциона. Низкая, но достаточно широкая. Пораженные зрители вслед за конем и джигитом вышли за заплот на опушку. «Ады! Гахатун!» Гнедой вскочил, пустился скач по кругу. Джигит, улучив момент, ухватил его за гриву и в тот же момент оказался в седле. Такого Ботанова не видел нигде, сколь не странствовал. Что же до Прокопия, то про него и говорить нечего. От изумления и восторга парень онемел. «Почему по-грузински?» — подумал Ботанова. И опять связалась в один узел. Жена деда — грузинка, конь — грузин. Дед, как видно, в этом доме человек не чужой. То было недалеко от истины. 4 года назад Каландеришвили скрывался в этом доме после побега из ссылки. Весна была голодная. 11-летний мальчик, нынешний джигит, пошел за диким луком-мангиром
и нашел там павшую от бескормицы кобылицу. Рядом беспомощно тыкался в живот матери недавно родившийся жеребенок. Мальчик кинулся домой, рассказал об этом гостю. Так появился в их доме будущий чудо-конь. Каландришвили кормил и холил малыша, даже спал с ним. Обучил его такому, чего не умеет ни один конь. Обучил джигитовке и мальчика. И все же был он конь, как всякий другой. Ходил по партизанским тропам, носил хозяина своего, возил телегу и сани. «Ай, молодец!» — искренне похвалил Джигита Батанова. «Какой скакун! Какой всадник! Кто бы рассказал, не поверил!» — сказал и Прокопий. Эминакоев-младший сиял от счастья. «В лес поедем завтра, прокатиться дам», — великодушно пообещал он Прокопию. А Батанова подумал, завтра ли? Уговор был ждать 2 суток. Под утро обитателей юрты и их гостей разбудил отдаленный гул и дробот, будто где-то за лесом сыпмя сыпались с горы на землю тяжелые камни. Гул этот близился, близился, и вдруг охватил собою дом, накатился и сверху. «Эй, хозяева, есть кто дома?» Батанова живо поднялся и вышел вместе с хозяином. «Тут-то, парень!» — наклонился с седла кудлатый. «Принимай табун. 116 голов».